Мы все помним, что во время трагических событий войны в Чечне Ингушетия была таким островком мира, стабильности. Там люди отдыхали часто, да, вырываясь из чеченского котла. А потом, когда, наконец, в начале 2000-х годов Чечня, так сказать, стала на мирный путь, в ней оттуда стало меньше поступать трагических событий, чем от соседей из Дагестана, из Ингушетии. Вот сейчас какая ситуация? Насколько часто приходится вводить режим контртеррористической операции? И что такое режим контртеррористической операции в сегодняшней Ингушетии? Во-первых, КТО – это закон. Если мы проводим какое-то мероприятие силовое, применяя там, и технику, там, тем более оружие, мы должны понимать, что может быть сопротивление, может для этого и силы привлекаем, да? А при сопротивлении может быть там и ответный огонь, и ущерб нанесен, в том числе имуществу. Не только тому дому, в котором скрываются бандиты, но и соседним домам. Это делать для того, чтобы была возможность по закону без введения режима КТО компенсировать ущерб невозможно. То есть, по сути, режим КТО защищает местных жителей в случае причинения... Режим КТО, по режиму КТО больше всех возмущаются те, против кого проводят. Ну, это понятно. Это они там идеологически. А так, конечно, он защищает, там, наоборот, и сейчас, конечно, не часто. В год, если 1-2 раза. Наверное.